Добрый вечер, уважаемые коллеги. Непосредственно на сегодня я бы хотела оценить и дать информацию, провести брифинг о текущей, оперативную сводку вам дать, о текущей эпидемиологической ситуации в Республике Саха-Якутия. Хочу поблагодарить всех граждан республики, которые непосредственно все-таки тогда, когда светит солнышко, находятся у себя дома и, соответственно, соблюдают режимы самоизоляции. Это во многом позволяет нам, в общем-то, намного лучше переживать, и эпидемиологическая картина, которая существует по городу Якутску, она сегодня, да, действительно, глава республики сегодня говорит о том, что эта ситуация у нас остается напряженной, но необходимо обратить внимание на то, что все-таки вот таких новых, ярких очагов не возникает, и, соответственно, конечно, прежде всего за это мы благодарны жителям, которые, в том числе и города Якутска, режим самоизоляции соблюдают. Это крайне важно для того, чтобы не давать увеличения вспышек по заболеванию по городу Якутску, столице нашей республики. Аналогичная история и в районах нашей республики. Однако необходимо обратить внимание, тем не менее, количество на настоящий момент количество, на утро сегодня было данного управления Роспотребнадзора 311 случаев зарегистрированных, и получилось за сутки у нас 29 случаев. Глава республики обращал внимание, что 29 из этих случаев непосредственно являются случаями, зарегистрированными 16 в городе Якутске, 12 в Сундаре, Небино-Кангаласском улусе 1 случай. Я бы хотела обратить внимание на Сундарский улус. Я, в праздничные дни благодарю тех медиков, которые работают в Сундаре, по тому, что на них возложена такая достаточно большая ответственность. Сегодня в Сундарской больнице, в инфекционной больнице находится 22 больных, которым проводится соответствующее лечение. Все они являются сотрудниками, приехавшими в нашу республику для того, чтобы строить мост, но, тем не менее, не удалось работодателю обеспечить, в общем-то, такое более чистый привоз работников, и поэтому, соответственно, сегодня они у нас находятся на лечении с коронавирусной инфекцией. В Сундарском районе, в этом вахтовом поселке, сохраняется режим карантина. Необходимо обратить внимание, что у нас новый случай появился в Небино-Кангаласском районе, он связан с переездом в Нижний Пестях, жителя Российской Федерации. И необходимо обратить внимание на то, что этот случай как раз подтверждает тот факт, что нами отслеживаются все приезды. Я также буду продолжать говорить, что все въездные ворота республики на контроле. Наши 16 случаев по городу Якутску необходимо, в общем-то, говорить о том, что мы подходим к определенного рода к окружению, такого своего рода вспышки, которая, к сожалению, произошла у нас в медицинском учреждении, в офтальмологической больнице. Из этих 16 случаев 7 являются контактами офтальмологической больницы. Из-за того, что само заболевание там началось достаточно рано, то и, соответственно, круг, который сегодня выявляется, он достаточно большой. Все остальные случаи являются случаями иных контактных лиц на территории республики, на территории города Якутска. Но необходимо обратить внимание, что у нас действительно сейчас мы находимся на стадии, когда коронавирус есть и у тех, у кого повышенная температура, насморк, тогда, когда выявляем именно, вызывают скорую помощь. На что я хотела бы обратить внимание, что меняется у нас со вчерашнего дня. Со вчерашнего дня у нас в республике вводятся 2 новые формы. Во-первых, по рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации нам разрешено осуществлять лечение амбулаторно на домах, в квартирах больных. Соответственно, мы можем лечить амбулаторно, то есть в данной ситуации, не занимая, в том числе, не используя инфекционный стационар, но обязательным соблюдением непосредственно всех требований санитарно-эпидемиологического контроля. Эта схема будет запущена лишь только после того, как мы определимся с жесткими, так сказать, требованиями не выхода этих граждан из своих квартир.
Второй момент, на который я бы хотела обратить внимание, это то, что нам сегодня разрешено дать часть непосредственно больных, у которых уже не будет состояния такого для нахождения в больнице, но которые еще будут иметь положительный, непосредственно диагноз, они будут выписываться в так называемые, теперь уже постбольничные обсерваторы, где будут продолжать, находиться до тех пор, пока анализ не будет отрицательным. То есть вы обращаете внимание, что за все это время, когда мы с вами, непосредственно проживаем в условиях, пандемии, постоянно какие-то вещи меняются, и, соответственно, мы по ним достаточно четко простраиваемся и выстраиваем организованно свою работу. Момент, на который бы я хотела обратить внимание еще сегодня, это на то, что уже у нас сегодня есть четкое понимание схемы, как мы работаем по сельскохозяйственным районам. Соответственно, как осуществляется, у нас все-таки скоро начинается сельскохозяйственный сезон республики, и как будет осуществляться непосредственно именно жизнедеятельность при возникновении различного рода проблем именно в сельскохозяйственных вузах, тоже стоит на достаточно жестком контроле. И, например, сегодня у нас есть в одном из районов ситуация, когда вся семья оказалась в инфекционной больнице, то есть дом, по сути дела, непосредственно закрыт, и, соответственно, у нас появляются своего рода сельскохозяйственные волонтеры, которые помогают этой семье, которой нет, она находится в инфекционной больнице, ухаживать за скотиной, которая у них находится во дворе. То есть сегодня коронавирус во многом меняет и нашу жизнедеятельность как таковую, и, соответственно, и правила, по которым мы ранее работали и жили в целом. Но необходимо обратить внимание, вы, наверное, уже слышали о том, что мы открыли новые обсерваторы, в том числе и на территории города Якутска, в ряде других районов. Почему увеличивается количество обсерваторов? Потому что увеличивается количество больных, и, соответственно, необходимо изучать, вернее, для того, чтобы их контактные лица находились в обсервации в течение 2 недель. Золотое правило того, чтобы не заразиться своего рода именно коронавирусной инфекцией, это нахождение в изоляции в течение 2 недель как таковых, для того, чтобы все-таки себя обезопасить. Это именно в целях того, чтобы не распространять инфекцию, если вдруг какие-то есть для этого предпосылки. В стационарах у нас сегодня лечится 243 непосредственно больных. Нужно сказать, что, к сожалению, у нас есть дети, у нас из этих 243 составляют 25 детей. У деток заболевания у всех проходят достаточно в легкой форме. Есть совсем маленькие детки, и разновозрастные. Но в основном мы обращали свое внимание на то, что в республике очаги являются семейными. Соответственно, необходимо обратить внимание, что по ряду районов у нас уже начались выписки. Есть выписки и в Ленске, и в Алдане, есть выписки в городе Якутске. Особую, сегодня уже вашему вниманию у нас в том числе уделено непосредственно Нижнегринскому вузу. И, соответственно, почему? Потому что сегодня там есть 6 случаев, и, соответственно, еще такой серьезный круг контактных лиц был отработан. Не исключено, что там тоже будут положительные результаты, и количество заболевших в Нижнегринском вузе увеличится. Такая, наверное, по территориальная своего рода, и медицинская оценка санитарно-эпидемиологической ситуации в республике. По нашим лабораториям мы вышли уже на сумму тестирования 2353. На настоящий момент у нас, начала и очень уже в полную мощь работает, получается, лаборатория на, Алданской ЦРБ. Они уже с момента появления скоро перейдут 1000. Я думаю, что сегодня они 1000 своих первых анализов сделают. Хотелось бы, чтобы их было, конечно, как можно больше. Лаборатория Республиканской клинической больницы 3 15671. Я тоже думаю, что они уже тоже большое количество, такие к внушительным цифрам приходят. И, конечно же, спеццентр, где они за сутки проводят 7050 анализов. То есть, в принципе, мы, я прошу прощения, не за сутки, а сначала они провели 7050 анализов. Прошу меня извинить за оговорку. Также Нюрнбергская ЦРБ тоже встала на свои, в общем-то, рельсы. И так же, как и Мирнинская ЦРБ, 2499 анализов сделали с момента ее запуска.
Мы должны в пределах, перед нами поставлена задача главы республики в течение 3 суток все-таки поставить лабораторию на базе Ленской центральной районной больницы для того, чтобы и быстрее разрешить непосредственно проблематику заболевших, зараженных непосредственно в Ленском районе, в том числе на Чандинском месторождении. Да, вот еще хотела бы обратить ваше внимание, сегодня на оперштабе непосредственно по поручению главы республики Саха-Якутия было принято решение о том, чтобы к 9 мая у нас были, кроме санитарной уборки, продезинфицированы все наши памятники, которые посвящены 75-летию Победы. И, соответственно, тем самым, в общем-то, и обеспечим своего рода и санитарную такую чистоту, в том числе этих памятников, особенно в такое достаточно сложное время. И 7 мая в республике начнутся мероприятия, направленные связанные с юбилейными 75-летними мероприятиями. Это мы призываем всех граждан прийти и на свечу, прийти на свечу памяти, которая традиционно проходит 7 мая, но далеко ходить не надо. Да? Проводим мы ее на балконах собственных квартир. А сегодня она выйдет в таком варианте. Я думаю, что такой вот онлайн-режим, 75-летие Победы, наверное, он будет для нас, конечно, таким сложным, нетрадиционным, но тем не менее объективно необходимым. Готова ответить на ваши вопросы. Какую роль вы отводите народной взаимопомощи и контролю? Во-первых, однозначно наш призыв к соседскому контролю. Соседский контроль, он должен быть прежде всего за собой лично, да, с точки зрения самоограничений. Да. Потом мы специально разработали карту, где видно, кто есть больные, контактные. Не надо ничего бояться. Просто-напросто нужно, о чем мы говорили с самого начала, соблюдать меры непосредственно гигиены, санитарной гигиены как таковой. И тогда, естественно, не будет страшен никакой вирус, и самое главное, он не будет переноситься от человека к человеку. И соседский контроль. Но что касается взаимопомощи, конечно, количество волонтеров, которые работают у нас на территории республики, оно большое. А волонтерами работали наши именитые спортсмены Георгий Балакшин, Рассадин, и Леонид Спиридонов, за что мы им тоже благодарны, потому что действительно умение показать, умение вот это чувство провести милосердие к тем, кто оказался в режиме изоляции вынужденно, это, безусловно, важная вещь. Да? Это говорит о единстве в целом нашей республики как таковой. Поэтому хотелось бы, чтобы эти волонтерские движения, именно с соблюдением всех требований, да, санитарных, бесконтактных, они дальше продолжали. У нас сегодня одни из лучших волонтеров, я так считаю, да, и я хочу, в общем-то, слова благодарности сказать министру молодежи Саргадаеву Степану Анатольевичу, который в нелегкое время перестроил всю свою работу и, соответственно, оказывает сегодня эту помощь. Как вы оцениваете ситуацию на Чандинском месторождении? Оценка по ситуации по Чанди, она дана непосредственно, соответственно, руководителям субъекта Российской Федерации, нашей главы республики Саха-Якутия Александр Сергеевич Николаев. Мы по Чанди однозначно принимаем все меры для того, чтобы показать качественную медицинскую помощь, так как это территория нашей республики. И мы, безусловно, несем полную ответственность за здоровье людей, которые находятся в условиях карантина на Чандинском месторождении. Это нормальное явление, соответственно, государственный подход со стороны главы нашей республики.